удар, ну-ка, все отбились. Ага, все, пошла трансляция. И счет у нас 1-0. Вот тем, кто только присоединился, у нас запись идет, так что, да, запись, скорее всего, мы выложим на YouTube канал. И гол, конечно же, мы увидим. Запись ведется у нас, будет у нас у инспектора матча, также вот я обязательно отправлю пресс-службу ЮФЛ-ДВ. Ну-ка, не ушел, да, все-таки ушел мяч. И гол забил на 3-й минуте Александров Александр. Да, трансляция идет, все нормально, у нас штрафной удар. Не отбиваются якутяне. Впереди Константин Кохвейс. Да, постарался. Но нет. Самарчане нет, не смогли пробиться. И Роткевич сам идет вперед. Владислав Роткевич. Да, уже заработали на нем желтую карточку. 19 номер. Гарифуллин Адам. Да, ребята потехничнее будут. Чем младший возраст, да. Пошла передача. Да, очень повезло вот нынешнему поколению вот футболистов, что вот есть у нас спонсор «Газпром». И благодаря им у нас есть возможность вот, смотреть, проводить юношескую футбольную лигу, да. Соревновательный опыт в таком молодом возрасте. Конечно же, многое дает. Особенно вот нашей команде, якутян, которые вот буквально негде, не с кем играть. И вот теперь вот по Дальнему Востоку наши ребята уже летают, да, набираются опыта. Недавно был отрадно видеть было, вот как детский футбол якутский развивается. Очень много команд, там 300 человек, по-моему, участвовало в детском футболе. Там несколько детских команд участвовало, да, там, в том числе Спартак, Динамо и так далее. И там дети 7, 8, 9, 10 лет. Очень насыщенные турниры проводили. Настоящий бум футбола в Якутске, так что да, ждем хороших результатов. В прошлом году, кстати, да, команда, вот эта команда, вот, которая вот сейчас старшего возраста, они были младше, и они бронзовые медали взяли. Да, для якутян это большой успех.
И, конечно же, заслуга большая нашего тренера. Василий Викторович Ивочкин. Так, у нас водопой у нас. И давайте посмотрим рекламу. Да, давайте все скажем спасибо Газпрому, нашему главному спонсору, что у нас есть вот такой чемпионат. После того, как вот дальневосточный чемпионат заканчивается, еще проходит турнир чемпионов, как называется, где вот все чемпионы между собой играют. По-моему, появился он в Сочи, если не ошибаюсь. И там вот уже ЮФЛ, там Сибирь, там Центр, Юг и так далее. В том числе вот Дальний Восток. Все между собой соревновались, да. Ну, я вот все это видел в ВКонтакте и в Телеграме Юношеской футбольной лиги. Так что тоже обязательно подписывайтесь. И в это время у нас аут. Как раз на половине тайма. Да, душновато. И поэтому вот для сохранения здоровья подрастающего поколения у нас вот водопой. Даже во взрослом футболе, да, частенько бывает вот, в жарких странах вот, перерыв на водопой. Наслаждаться 45 минут бегать. Отбивается якутяне. Здесь Киселев. Вот он, побежал. Ставит корпус. И фол. Пошла передача вперед, но нет высоты подачи. Чуть-чуть не хватило, чтобы до Константина Гахвейса мяч дошел. Мяч у Хаткевича. Оу, снова он зарабатывает фол. А как только вот Хаткевич Владислав получает мяч, сразу же против него грубо играют. Уже желтую получили. Да, знают, что он может с мячом далеко уйти. И предпочитает, да, сразу в зародыше эти опасные действия предотвратить. Пошла передача верхом. Ну-ка. Мирченко Данил. Угловой. Угловой удар у нас будет. Пошел подавать 17 номер. Гузаиров Оскар. А здесь высоких ребят предостаточно. В том числе вот Данил Мирченко и Константин Гахвейс, конечно же. Также вот Александров Александр. Автор вот единственного гола. Вот он, Александр. Носил удар головой. Но нет, не сильный удар. Хороший контратаку бежит. Игрок в красном, но нет. В атаке успевает выйти. Ну-ка, Константин Гахвейс. Ну-ка, пас получился налево. Отсюда можно пробить, пас отдать. Сам идет вперед. Ну-ка, 5 номер. Киселев. Подача в центр.
Тоже там окажется удар. Но нет, не получился хороший удар. Константин Гахвейс наносил удар. Да, сильно возмужал Константин. Ну-ка, 6-й номер идет вперед и успевает защитник. Красиво. Иван Климов, по-моему, это был. Да, болельщиков уже добавилось. Уже вот 17 часов у нас некоторых, конечно же, рабочий день уже заканчивается. Те, кто работает с 8 утра. Пошла подача, удар, гол! Гол головой. И счет у нас становится 1-1. Да, красиво. 2-й номер, если не ошибаюсь, вот забил гол. Давайте поменяем счет. Алексей хороший забил гол, да, хороший гол забил. Ничего не скажешь. Защитник, по-моему, это вот тут 2-й номер. Да, в центре защиты он возвращается. И забил гол головой. Не так уж часто это происходит. Фол. И снова Владислав Хаткевич. Да, зарабатывает фол. Пошла подача. Ну-ка, Константин. Нет, не смог зацепиться. Защитник успевает. Отлично. Ну-ка, Данил Мирощенко с мячом на левом фланге. И аут зарабатывает. Нет, аут все-таки остается комсомольчанам. Спортивная школа Олимпийского резерва из Комсомольска-на-Амуре. И снова фол у нас. И штрафной удар. Ну-ка, штрафной удар. Перед мячом. Данил Мирощенко, видимо. Да, ага, все остальные впереди. Сандров Александр, Киселев, Гахфейс. Выше ворот удар. Да, был шанс вот в домашнем матче у Константина сравнять счет в самом конце, на 90-й минуте. Штрафной удар вот рядом. Но вот поехала нога, он сказал после матчевого интервью. Ну-ка, в центре передача. Константин идет вперед, одного продавил, но нет, второй защитник пришел и
Нейтрализует угрозу, выбивает мяч в аут. Иван Климов. Подача вперед. И отсюда удар! Ух ты! Но вратарь на месте. Бил Кольцов Михаил. Да. Не часто он наносит удары по воротам. Удар был хорош. Чуть-чуть точности бы добавить, да. Быть гол. Лыткевич поборолся. И теперь Мещенко. Счет у нас 1-1. 31 минута матча. Напомним, играют по 45 минут, 2 тайма. Перерывчик на водопой уже был на 22 минуте. Мяч в центре. Одной командой к другой переходит. И Киселев Алексей. Пас вперед. Теперь уже смотрим за штрафным ударом. Алексей хороший у мяча. Вот тоже автор гола. Ну-ка, Алексей. Удар наносит. Ух ты, вратарь спасает. Здоев Тамерлан на месте, да. Опасный удар в ближний угол. Ну-ка, после одного стандарта уже был гол забит один. Так что вполне возможно, да, второй. Но нет, защита справляется. Лыткевич, пас назад. И пошла высокая передача вперед. Да, как только ошибутся, да, Константин будет тут как тут. Пас вперед. И нет, уходит мяч. Ищет кому отдать, и вот приходится давать вратарю. В 11 номер. Начав вперед. Но успевает защитник. Пас вперед. Ну-ка.
Ну-ка, 11 номер. Идет вперед. Но вот нанести удар не успел. Так, у нас удар от ворот. Счет 1-1. И около 10 минут до конца первого тайма. У нас тут якутский летний ливень прошел. Ну-ка, Данил Мирощенко. Пас налево. И здесь Киселев идет вперед. Ну-ка, Константину можно пас отдать. Константин Гахвейс. Удар не получается у него. Ай-яй-яй, хватается за голову. Да. Верный момент забить был. Да, попади по мячу. Да, такие моменты надо реализовывать, конечно же. Отлично, Данил Мирощенко. Идет сам вперед. И фол. Фалит Данил. Ну-ка, по левому флангу идет вперед. Обыграл одного. Киселев. Подкат сзади там был. Не попали по мячу. Не получается отдать пас. И перехват от комсомольцев. Комсомольчан. И фол здесь. Буквально 5 минут до конца первого тайма. И у нас боевая ничья 1-1. Да, нужен врач. Бежит врач.
И снова у нас перерыв на водопой. Пока оказывает помощь. Ну-ка, подача вперед, разворачивается. Да нет, падает там, кажется, деньгах вниз. Отбивается вот гости. И может пас последовать налево. Нет, направо пошел пас. Сюда назад. Удар. Но мимо ворот. Ушел мяч в аут. И будет вводить Оскар Гузеиров. Большими силами якутяне идут вперед. Вступает в игру вратарь. Ну-ка, комсомольчане в атаке. Пас. Не точно. 3 минуты у нас добавлено. Ну-ка. В углу штрафной якутяне. Пас назад. Сюда. Угловой удар.
И смотрим за угловым ударом. Пошла подача. Нет, отбивается все-таки. Гости. Пас по флангу. Хороший пас. И передача вперед. Ух ты! Нет, не входит мяч в ворота. И выбивает, да. Ворот подальше. Далеко упускает мяч Константин Гахвейс. И вратарь начинает свою атаку. Передача вперед. Нет, не добежит все-таки игрок. И время у нас почти закончилось. И первый тайм у нас окончен.
Рогозин Никита входит в игру. Вместо вот Гарифуллина Дама, который желтую карточку получил. Так, мы готовы начинать. Второй тайм у нас начинается. Так, время пошло. И матч продолжается у нас со счета 1-1. Опасная игра. Рядом вот с головой соперника. Константин Гахвейс вот ногой пошелся. Но не попал, конечно, по нему. Но такое не приветствуется. Мяч забили, напомню, Александр Якутян и Алексей Хороший у Комсомольча. Фол. Да, Редкевич снова получает по ногам и зарабатывает фол. Да, Владислав очень активен. Пошла подача. Ну-ка, головой удар. Ну-ка, кто ударит до конца? Нет, выше ворот все-таки. Угловой удар. Пошла подача. Ну-ка, головой. Нет, не смогли нанести удар головой. Ну-ка, вторая волна атаки. Пас вперед. И в атаке команда в красном. Ну-ка, прессингуют якутяне. Но нет, выходит из-под прессинга. По правому флангу. Но нет, мяч уходит за пределы поля. Ну-ка, офсайда нет. Но нет. Константин Гахвейс не справился. Владислав Редкевич. Снова с мячом. Алексей Киселев. Да, хорошо, что матч у нас не проходит на улице. Да, страшнейший ливень.
Ну-ка. В центре никого не оказалось на пятачке атаки. И пошли уже в атаку гости. Удар издали. Вратарь спасает. И защитник выбивает мяч на аут. Оздоев Тамерлан, да, спасает команду. И, кажется, угловой удар у нас будет. Пошла подача. И смотрим, что же скажет судья. Отворот сказал. Удар головой это был. И выше ворот. Быстро разыграли. Киселев. Здесь Константин. Ну-ка, входит в штрафную площадь. Удар, ух ты, в перекладину попадает. Игрок гостей. И удар от ворот. Да, хороший момент был. Это был 6-й номер. Александров Дмитрий. Пас вперед. Радкевич бежит вперед. Но нет, защитник успевает. Ошибается здесь Оскар Гузеиров. И пас никуда. Хорошо, Радкевич поборолся. Отобрал мяч, идет сам, идет вперед. И нужно, да, давать передачу. Ну-ка, здесь Грощенко Данил. Но нет, успевает защитник. Трибуны потихоньку, да, гонят команду вперед. Проснулись. Можно играть, показывает судья. Центр, стеночка. А нет, стеночка не точно. И здесь будет свободный удар. Бежит игрок. Да, непонятная ситуация. Мяч был у команды хозяев. Вот после спорного. Должен был остаться у хозяев, но вот почему-то решили отдать мяч. Да, судья, видимо, не разобрался. Должен был дать вести красным, чтобы они отдали мяч синим. Хорошо. Киселев. Он слишком далеко отпустил мяч.
Оскар. Ушел мяч. Там боковой судья показывает. Ну-ка, хороший момент. И, по-моему, пенальти даже можно было назначать. Да, прям за плечи, по-моему, хватали. Но смотрите сами. А судья был рядом. Еще один фол. И желтая карточка. Видимо, вторая желтая была. И красная карточка. Так, как-то бы мне здесь сделать, что красная карточка у ребят, но... Ну, вряд ли это у него прямо сейчас получится. Девятый номер, Останин Сергей, покидает поле. Ну-ка, штрафной удар. Пошла подача. Ух ты, в перекладину попадает удар. Да, хороший был удар. Да, вратарь, по-моему, был уверен, что мяч покидает поле и даже не стал ловить. И в это время вот мяч попал в перекладину. Да, не смогли выйти в атаку. Потеряли мяч. Передача вперед. Константин Гахвейс. Вперед. Ну-ка отсюда. Передача пошла. Выше ворот немного. Передача в центр. Никого тут из гостей. И вратарь спокойно. Ну-ка, Даниил Мирощенко. Бежит вперед. Да, третьего номера обогнал он. И ну-ка, отсюда передачу отдавать назад чуть-чуть. Да, проскочил эту уже точку Константин Гахвейс.
Можно играть. Хаткевич. Владислав Хаткевич падает. Передача вперед. Хорошая передача, но нет, защитник успевает. Да, все подустали, да, вот все лежат. Да, у всех ноги сводят. Еще полчаса нам играть. Да, и впереди там игрок лежит, и сзади всех ноги сводит. Да, видимо, жарковато на поле. Да, врач нужен всем. В центре поля вот игрок гостей лежит. Да, сложный матч, ребят. Многозатратный. Давайте рекламу пустим. А у нас тут в это время замена. Вот 4-й номер входит в игру. Да, очень неприятно бывает, когда вот сводит ноги. Константин Горфейс вот помогает активно. Держит за ногу. Врач подошел. Александров Александр подошел. А лежит Хаткевич. Да, Владислав сегодня по ногам наполучал. Ну, манера игры у Владислава самого такая. Вот, любит подержать он мяч. Играть рядом с противниками. Вот на коротке их обыгрывать. И вот частенько получает по ногам. А время у нас потихоньку идет. Счет 1-1. Обоюдоострая игра. Несколько раз вот в штанги перекладины попали друг к другу. С той и с другой стороны. Нет такого, что вот прям одна команда давит, вторая совсем защищается, нет. А, потихоньку готовы мы начинать.
Да, напомню, красная карточка у команды гостей. 9-й номер покинул поле за 2 желтые. И вот якутяне постараются за оставшиеся полчаса, да, забить этот гол, который так нужен. А пока что в 4 матчах нет очков хозяев у якутян. Передача налево. Киселев здесь отбирает у него мяч. Оскар Гузеев на Киселева. И от ворот. Да, солнце слепит в глаза. Вот в сторону, вот, где ворота гостей. Пошла подача вперед. Константин Гахвейс бежит. Продавливает. Нет, защитник успевает. Защитник молодец. И ну-ка, передача вперед. И 6-й номер. Но нет, 5-й номер быстрее оказался. Это Климов Иван. Вот он, Климов. Да, Радкевич помогли ему. Готов он войти в игру. Пока что в равных составах команды. Да, Радкевич. Владислав, все в порядке. Ну-ка, 14 номер. Пас можно на фланг отдать. Да, долго. И отсюда пошла передача. Ну-ка. Не было ли... Да, вратарь забирает мяч в руки. Слепков Алексей. Здесь хороший Алексей. Номер 2. Автор гола. Головой забила. Ай, Киселев не достал. Мяч уходит в аут. Фол, конечно же. 13 номер свалил. Денис Бабюк, да, толкнул руками в спину. И в центре поля у нас вот фол. Ну-ка, передача. 13 номер бьет головой. Но нет. Сильным этот удар точно не называть. Да, якутяне играют в большинстве, но вот пока как-то активно этим не пользуются. Не используют вот фланги и так далее, что с фланга на фланг мяч летел. Мяч катает как будто в большинстве вот гости. Да. На самом деле вот, да, вот на левом фланге якутян, вот ближнем от нас, совсем один здесь Киселев. Не видит его пока. Киселев все еще один.
Ой-ой, снова ногу свело у ребят. И вот она пошла передача. Константин Гахвейс. Маткевич. И ну как Киселев. Нет, 14 не попадает по мячу. Маткевич. Ну-ка. Да, никого не получается ударить по мячу хорошенько. Ай, назад через вратаря. Здесь Тамерлан. Передача вперед, но нет, не доходит. Маткевич. Да, в большинстве якутяне. Вот отсюда можно пробить. Попробовать. Бьет Александр. Он уже один гол забил сегодня. Ну-ка, в стеночку хорошо сыграли. И на левом фланге. Идет в атаку. 8 номер, кажется. Входит в штрафную площадь. Может пас отдать 7-му. 7-й левой, но выше ворот. Хороший момент имел. Емельянов Вадим покидает поле в это время. И входит Чипизубов Илья. Рогозин Никита, вот 7 номер, да, наносил удар. Но выше ворот. Точности немножко не хватило. Можно играть. Еще минут 20 играть. Времени достаточно. Ну, нужно расставаться с мячом, да. Не надо тут среди троих игроков показывать свое мастерство. Лучше отдать пас. Да. Как правило, если с тобой рядом. О, падает Александров Александр. Да, грубый фол, очень грубый. Да, если вот рядом с тобой 3 игрока, значит где-то есть как минимум 2 свободных игрока. Твоих сокомандника, куда вот как раз таки нужно давать пас. Так что если собрал вокруг себя чужих игроков, то самое время отдавать пас. Константин Гахвейс сам у мяча. Ну-ка, Константин. Бьет поворотом. Да, от земли рикошетом, но вратарь забирает мяч в руки. И сразу же начинает свою атаку. А вот здесь 14 номер. Как будто бы один был, но нет, отобрали мяч. Пошла передача вверхом, ну-ка. Ну, по-моему, да, слишком высоко было. И отворот. Есть на левом фланге у якутян и, соответственно, на правом у комсомольцев, комсомольчан. Совсем один, 14 номер. Ну-ка, идет вперед. Мяч все еще в поле.
15 минут у нас еще играть. Плюс добавленная. Ну-ка, можно подавать. Пас назад, Радкевич. Идет еще вперед и бьет. Но тут два игрока. Бьет издали. Третий номер. Михаил Кабанов. Пас назад. Да, времени все меньше и меньше. Кажется, гости согласны на ничью. Да, активно не защищаются. Большими силами. Вперед особо никто не бежит. Ну-ка, отсюда подачу. И угловой удар. Пошла подача. И удар головой. Александрова бьет издали. Кабанов и снова угловой. Шел подавать Киселев Алексей. Еще одна подача от углового. Головой скидка. Да, вот. Ну-ка, ну-ка. Активно бежит 14 номер. И, да, в подкате мяч выбивает. Ушел мяч. Пас вперед. Ну-ка, ну-ка. 14 номер. Ходит в штрафную площадь. Удар выше ворот. Ай-яй-яй. Пас вперед. Ну-ка. Офсайд. Нет, офсайда нет. Я ничего не показывал. О, у Константина Гахвейса тоже вот нога. Ногу сводит, кажется. Нет, держится он за колено. Но вот вроде все в порядке. Отлично, 7 номер открылся. На пас у него не прошел. Оскар выбил мяч. Четырнадцатый номер бежит вперед. Двойной подкат. Все еще с мячом. И аут. Константин Гахвейс, да, вот за ногу держался. И входит в игру Андрей Тренин. И Радкевич пошел в атаку вместо Константина Гахвейса. Под нападающим Александров Александр. Поддерживает с флангов Киселев и Мирошниченко.
Тренин стал в центре полузащиты. Пас вперед. Но Раткевич, да, высоко верхом мячи подавать будет, будет сложно, в общем, понимать это. Кольцов. Пас вперед не точно. А время тает, уже 10 минут играть. Падает 7-й номер. Рогозин Никита. Подача вперед. И да, Вратарь вступает в игру. Тамерлан. Аздоев, Тамерлан. Тренин. И ну-ка, через защиту. Да, вот так растягивать им надо. Тем более в большинстве играют якутяне. Можно снова через защитника. Ничего страшного. И вот так и появляются свободные зоны. Ну вот так вот через вратаря, через защитника и на фланг. Вот и все. Вот как раз таки, о чем я говорил. Свободная зона перед игроком. Ой-ой-ой, какой ужасный пас. И пошли комсомольчане в атаку. Сюда можно пробить. Бьет, вратарь спасает. Еще один удар. Снова защитника. Еще один удар. Не попадает по воротам. Да, дают и дают бить якутяне. От ворот. Все устали. Только начало чемпионата. Опять всего лишь 5-й тур. И все вот. Четвером может идти в атаку. Раткевич бежит вперед. Пас на вратаря. Вратаря прессинговал. Владислав. Ну-ка, Тренин. Передача на фланг слишком сильно. Замена у гостей. 10-й номер готовится войти в игру. Азаров Вадим. Заменяет он номер 18. Чепизубова Илью. Илья сам недавно вышел, но, видимо, да, не смог он войти в игру хорошенько. Чепизубов Илья, если не ошибаюсь, вот во втором тайме вышел. Отлично, пас на фланг, теперь в центр, пропускает. И вот так, да, забирает мяч в руки. Ой-ой-ой, держится за голову. Да, попадает по голове. Вот это. Раткевич закрывает мяч корпусом. Ну-ка, удар издали. Ух ты, какой сейф от Тамерлана. Аздоев Тамерлан сегодня в огне. Да, красивый прыжок. Удар тоже был хороший, отметим.
Подача. И вот тогда выбивает мяч. Тренер. Ну вот один игрок стоит, долго-долго разводит. И слева вот тоже двое ребят. Видели наконец-то. Оскар. В центре увидел. Уходит мяч в аут. А последние 5 минут у нас осталось сыграть. Да, упускает мяч все-таки 14 номер. Алексей Киселев ошибается. Передача вперед. И в эту удар выпускает. Отворот. Замена у нас. 21 номер входит вместо 14-го. Кольцов Михаил покидает поле. И Шульгин Глеб входит в игру. Ой, ошибается. При выходе из защиты 7-й номер с мячом. Отдает пас. Успевает выбить. 5-й номер. И угловой удар у нас будет. Передача верхом. Вот так. Вступает в игру. Удар заблокирован. Еще один удар. Снова заблокирован. Да, бардак. Еще один удар. Снова заблокирован. 3 удара подряд. Шесть минут добавлено.
Маткевич падает и фол. Вот так вот, время открыл. И желтую карточку, 21 номер. Дается получить. Шульгин Глеб, да, вот только вышел. Ильсонов Александр держится за ногу. Да, покидает поле Александр, будет ему оказывать помощь. Но играет все еще 4 минуты минимум. Ну-ка, Данил Мирошенко идет вперед. Можно пас отдать. На фланге совсем свободно. Вот он пас. Здесь Киселев. Можно остановиться, отдать назад. Там был игрок. И аут. Да, из последних сил ребята играют. Все падают. Оскар. Да, боевая ничья у нас пока что. Падают игроки. Сводит ноги. Ну-ка, 7 номер бьет ближний угол, но мимо. Снова сводит ноги. Ребят. Один то один, то другой. Вот ребята покидают поле, держатся за ноги. С последних сил, да, играют. Александров. Можно на фланг отдать. Отлично. Здесь Киселев. Пас вперед. Ну-ка, Роткевич. Бежит вперед, но вот так. И заменяет 17-го. Будет входить в игру 9 номер. 9 это Тасканбаев Мухаммед. Вместо вот Гузеева Оскара, у которого ноги свело. Последняя минута довольно времени пошла. Да, в центр можно отдать. Все-таки у ребят красная карточка есть, но вот не чувствуется это совсем. А может самому идти, если силы есть. Идет вперед. Больше штрафную площадь. Все еще с мячом. Нужно искать пас, да. В центре вот 2 игроков. Нужно открыться им. Вот он, пас назад.
бьет издали. Вот так забирает мяч в руки. Да, там более выгодной позиции были ребята. И, наверное, да, последняя атака. Последний защитник. Да, такой подстава пас назад был. Пришлось воевать. Угловой удар. Узаев Оскар наконец-то вот покинул поле. Мухаммед вошел в игру. 9-й номер. Ух ты. Чуть-чуть не достал, да, 7-му игроку. Чтобы ударить головой после подачи углового. Фол. А, и снова ноги сводит. А, не сможет, видимо, продолжать игру. Требуется замена. Никак. Ну что же, команда якутян. Я думаю, они будут не против набранному очку. Судя по таблице. Вот напомню про таблицу. Вот она. Пока что вот 0 очков якутян было. Тут 13-й номер, да, видимо, покидает поле. А нет, 2-й номер. И заменяет его 12-й номер. Второй, это, как я помню, Алексей Хороший. И его заменяет Ерастов Ярослав. Да, врач уже подошел. Вот перед вами составы, которые были у нас. И Алексей Хороший покидает поле. Алексей Хороший сегодня забил гол головой. А может записать этот матч себе в актив.
Можно входить в игру. Зашел в игру, вот 12 номер, побежал сразу в атаку. Удар издали. И угловой. Ну-ка, последний шанс. Комсомольчан. Выйти вперед. Подача. Ну как, Киселев с самого начала матча носится и носится. Шла подача вперед. Радкевич. Нужно побороться. Мяч достается 14 номеру. Пуляет он по флангу от свежего парня. И выбивает мяч в аут. И матч закончен. Боевая ничья. Первые добытые очки у якутян. Сложный матч. У всех вот ноги сводят. Все прям легли на поле. Спасибо, что были с нами, что смотрели этот матч. И ожидайте следующий матч. У нас в воскресенье. Домашний матч.